Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Университет посещает делегация экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке. В программе пребывания запланированы встречи с руководством вуза, студентами и участие в круглом столе. Основное обсуждение в рамках визита – это развитие студенческого спорта на северо-востоке страны. Об итогах деятельности экспертного совета мы поговорим сегодня с нашим гостем, экс-председателем Петром Казанским. Петр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с самого главного. Расскажите о деятельности экспертного совета. В рамках 7-го созыва Государственной Думы Российской Федерации был комитет по образованию и науке, который возглавлял Никонов Вячеслав Алексеевич. И при этом комитете было порядка 20 экспертных советов, один из которых я возглавлял до 12 октября этого года, когда состоялось уже первое заседание 8-го созыва. И экспертный совет наш состоял из 40 экспертов со всей России, которые обсуждали вопросы, которые касались как питания обучающихся школьников, студентов, и заканчивая вопросами горнолыжных, например, склонов. Такой разброс, конечно, вопросов был огромный, и для того, чтобы эксперты участвовали в тех вопросах, которые им интересны, были созданы 7 рабочих групп. И одна из этих рабочих групп называется рабочая группа по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся именно в системе высшего образования, то есть вузы. И сегодня мне очень нравится то, что мы проводим в одном из ведущих вузов страны, в Якутии, на базе прекрасного университета, где мы подведем итоги работы данной рабочей группы. Руководитель этой рабочей группы выступит с докладом о проделанной работе и подведем итоги, поздравив всех членов рабочей группы с тем, что была проделана на самом деле колоссальная работа за последние 2 года. Рабочая группа собиралась порядка 6 раз очно, и понятное дело, что было несколько раз, когда в онлайн-режиме, в Zoom проводились те же самые заседания, обсуждались ключевые вопросы, которые касались каждого студента Российской Федерации. Поэтому мы обсуждаем сегодня вопросы не только то, что в республике у вас проходит, но нам интересно, опять же, ваш опыт. Потому что в каждом регионе есть свои какие-то законопроекты региональные, которые можно использовать и на уровне Российской Федерации в целом. И можно преподносить тем же самым комитетам, уже 2 новым, как вы знаете, в новом созыве. Государственная Дума у нас отдельный комитет по просвещению, который будет отвечать за вопросы школьного образования, и комитет по науке и высшему образованию, который будет отвечать за как раз вопросы законодательные как раз по вузам. Поэтому планируем, что мы будем существовать в новом созыве, пока там идет организационная работа по выстраиванию самих комитетов, и пониманию, куда они будут двигаться. Поэтому я думаю, что в течение 2-3 недель мы предложим руководству обоих комитетов, чтобы 2 экспертных совета, уже один при одном комитете и другой экспертный совет при другом комитете, чтобы они существовали, развивались, потому что вопросы здоровья и физического воспитания, это вопрос, который затрагивает полностью всю систему образования, от дошкольного до вузовского. Поэтому здесь мы предложим систему, очень надеемся, что ее поддержат. А сегодня мы подведем итоги и, может быть, обозначим ряд ключевых вопросов, которые передадим в оба комитета, что мы провели в прекрасной республике Якутии заседания, и ряд предложений поступило в один и в другой комитет. Я думаю, что это будет симпатично, а так я очень рад приглашению в Якутию
и мы здесь проводим заседания, круглый стол рабочей группы. И уже то, что я увидел вчера в университете, вот, повезло вчера встретиться с ректором университета и посмотреть спортивные объекты. Ну, замечательный вуз. Пример, конечно, для многих вузов по той части, что касается спортивной инфраструктуры. И, конечно, желаю только успехов команде ректора, руководителю спортивного департамента вуза, вот, потому что они проделают колоссальную работу здесь, в регионе. И, конечно, опять же, с федерального уровня мы будем поддерживать их инициативы для того, чтобы как можно больше молодых ребят приходило в спорт. У нас порядка 200 видов спорта. Понятное дело, что каждый вид спорта в одном вузе практически нереально охватить. Но те массовые виды спорта, футбол, волейбол, баскетбол, танцевальные виды спорта, черлидинг и другие, они доступны, они малозатратные. Но самое главное, чтобы были специалисты, которые будут работать с спортсменами юными, вот, с молодыми. И развивалась эта вся система для того, чтобы, опять же, студенты, потом, закончив вуз, могли бы пойти в какие-то профессиональные клубы. То есть вот выстраивание вот этого взаимодействия любительского, студенческого спорта и профессиональных клубов, вот здесь тоже надо будет поработать. И вот мы на федеральном уровне тоже вот продумаем ряд предложений вот законодательных, чтобы было все интересно. Петр Николаевич, насколько известно, между вами и командой университета прошел товарищеский матч вот буквально на днях. Ну вот вчера как раз, да, по приглашению ректора вуза вот, состоялась игра по баскетболу, победила дружба, как обычно. Вот, но очень приятно, очень высокий уровень мастерства у ваших баскетболистов. Вот, и в этом матче принимал участие тот же самый руководитель студенческого баскетбола России, который увидел уровень и который уже ряд предложений предложил вузу, чтобы вуз участвовал более активно в системе студенческого баскетбола. То есть это замечательно, и у нас баскетбол делится как на баскетбол 5×5, также и баскетбол 3×3, и у нас шикарные успехи, я считаю, на Олимпиаде в Японии, когда наши две сборные России по баскетболу 3×3 завоевали сразу же два серебра. И это, конечно, прекрасный повод для того, чтобы и этот вид спорта, более доступный, наверное, даже чем баскетбол 5×5, чтобы он более активно развивался, в том числе и в республике Саха-Якутия. А какие мероприятия помогают в рамках работы вашего комитета повысить уровень физического воспитания и спорта обучающихся? Ну, у нас самое главное – это запросы самих вузов. Именно они в своих регионах, на своих местах видят, какие есть проблемы у студентов. И они, конечно же, отправляют нам в экспертный совет запросы, что вот надо что-то поменять именно на законодательном уровне. И мы уже обсуждаем на наших заседаниях инициативы, которые мы можем предложить комитету. Комитет уже дальше выносит на обсуждение, на пленарные заседания Госдумы для принятия уже решений, которые будут приняты и на многие-многие годы вперед. Здесь у нас такая больше экспертная работа, потому что депутаты Госдумы избираются в Госдуму, а не в комитет по образованию и науке. И понятное дело, что не все члены комитета являются экспертами по образованию. Вот, поэтому эти экспертные советы и существуют. И здесь, опять же, есть
ряд вопросов, на которые мы быстро реагировали именно со стороны комитета. Комитет по образованию и науке мог выслать накануне обсуждения крупного законопроекта, который касался здоровья и физического воспитания нам, и мы должны были за ночь подготовить свою оценку данному какому-то законопроекту. Поэтому велась активная работа и до сих пор ведется, потому что, основываясь на наших заседаниях, комитет продолжает работать над этими вопросами, которые либо мы сами ставим, либо нам ставят. Я очень надеюсь, что эта работа экспертная продолжится и в 8-м созыве Государственной Думы. Посмотрим. Я думаю, что и рабочие группы, и сам экспертный совет, очень надеюсь на это, соберется еще раз в Якутии и сделаем такие встречи ежегодные. Чуть попозже, наверное, об этом объявим. Но в последние, наверное, 1,5-2 года пришлось нелегко, ввиду того, что много каких сфер нашей жизнедеятельности перешли на дистанционный формат. Как здесь дело обстояло в области спорта? Я уже сказал о том, что у нас заседания проходили и в очном, и в заочном режиме. Мы также не обошлись без современных компьютерных технологий, поэтому тоже ряд заседаний проводили в онлайн-режиме. С одной стороны, это было удобно. У нас все-таки эксперты со всей России, и не все могут в очном формате принимать участие. И, конечно, проведение заседаний в онлайн-режиме позволило максимальному количеству членов нашего экспертного совета присутствовать на каждом заседании. Понятное дело, что это не заменит очного общения, когда мы можем как на заседании, так и после заседания, выйдя из кабинета, пообсуждать какие-то частные вопросы. Но, опять же, у нас получилось довольно-таки симпатичное. Это и рабочая группа, куда вошло порядка 50 экспертов со всей страны, но также и сам экспертный совет, где 48 человек было. Мы проделали колоссальную работу, подружились и смогли, на самом деле, отработать и очень качественно определенный материал. И мне очень приятно, что наши успехи были поддержаны тем же самым председателем комитета по образованию и науке Никоновым Вячеславом Алексеевичем. Он вручил лично благодарности ряду членов нашего экспертного совета. Поэтому нашу работу оценили очень-очень хорошо. Петр Николаевич, а почему все-таки площадкой для итогового заседания экспертного совета была выбрана Якутия? Это, казалось бы, так далеко находится от центральных городов России. Я могу сказать так, что поначалу все экспертные советы проходили в Москве в самой Государственной Думе. И понятное дело, что регионы не очень понимали, когда я обращался к ним, давайте проведем заседание экспертного совета Госдумы, в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области, они не очень понимали, а почему тут в регионе Госдума, при чем тут. Но я говорю, что у нас достаточно много экспертов со всей России. Они привыкли, что мы проводим заседания в разных регионах, в Москве, в Саратове, в Нижнем Новгороде, в Казани проводили. И поступило предложение от одного из членов нашей рабочей группы по здоровью и физическому воспитанию в системе высшего образования, Александра Черкашина, что давайте-ка проведем заседание в Якутии. Я в начале этого года ему пообещал, что мы проведем. И сдержал свое обещание, и мы проводим заключительное заседание рабочей группы именно у вас, в Якутске. Поэтому нам интересны предложения со многих регионов. На наших заседаниях, помимо самих членов рабочих групп, всегда принимают участие руководители исполнительных и законодательных органов власти регионов. И сегодня, как я понимаю, у нас в заседании, в работе круглого стола примут участие заместители министров и сами министры, руководители ведущих вузов и так далее. То есть нам интересен опыт именно в регионах.
у вас тоже есть свои интересные предложения, вот, которые будем потом транслировать уже на всю Россию. Вот с этого всегда и начинается любой закон. Пробуется в тестовом режиме в ряде регионов, а потом уже принимается по всей стране. Ну, вспомним ЕГЭ, да, то есть были какие-то пилотные регионы, где проводилось это ЕГЭ, тестировалось, а потом уже был принят закон о ЕГЭ по всей стране. То есть всегда должны быть такие экспериментальные площадки, но и сами площадки должны, опять же, прилагать свои какие-то инициативы. Поэтому Якутия прекрасный, богатый регион, культурный регион, где очень ценится спорт. Мне кажется, даже нигде, как в Якутии, не поддерживаются свои национальные и народные виды спорта. Ну, на примере «Дети Азии», например, да, и другие спортивные крупные мероприятия. Вы делаете акцент на своих национальных видах спорта. К сожалению, из наших, так скажем, национальных видов спорта, да, городки, лапта, перетягивание каната, гиревой спорт и самбо, наверное, только самбо более-менее развито в регионах, так как президентский вид спорта. Но в лапту, например, у нас в Санкт-Петербурге, где я проживаю, ну, никто не играет. А это наша культура, наша история. И мне очень приятно, что в Якутии традиции чтутся и поддерживаются, и развиваются, и вкладываются средства, потому что спорт с каждым годом все дороже и дороже. Содержать там ту же самую студенческую баскетбольную команду и отправлять на крупные студенческие спортивные мероприятия, ну, это дорогое удовольствие, но те же самые ректоры вузов по всей стране понимают, что лучше вложить определенное количество денежных средств в команду, нежели потом искать студентов на улице и так далее. То есть главное, что ректоры сейчас понимают свою значимость именно в воспитании талантливой молодежи, и они поддерживают это направление, и тратятся колоссальные средства, могу сказать, именно вузами на поддержание спорта, культуры, КВН и так далее. Мы сами понимаем, сколько это средств получается, если все сложить. Вот. Поэтому могу сказать, что ваш вуз, где мы проводим заседания, круглый стол, конечно, он один из ведущих вообще в России. То есть многие мечтают о том, чтобы были такие спортивные площади и такие условия, и чтобы еще ректор поддерживал. Ну, спорт, как и культура, будет развиваться в вузе только тогда, когда ректор этого захочет. А раньше многие ректоры мне задавали вопрос, при чем тут спорт? Вроде как у нас дизайнерский университет, почему мы должны там спорту уделять внимание? Но вот могу сказать, что меняется немного мировоззрение у ректоров вузов, и они понимают, что надо вкладываться в своих студентов, помимо именно образовательной какой-то составляющей, вот, еще и как дополнительная возможность студентам в том же самом вузе после занятий оставаться и заниматься интересными для себя какими-то вещами, как спортом, культурой, КВН и так далее. Благодарю вас, Петр Николаевич, за интересную и актуальную беседу, и спасибо, что согласились стать гостем нашей программы. Будем помнить, что спорт – это норма жизни. Замечательно. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.